чередой доносят времени устами легенды о земле родной. На склонах гордого Эльбруса, в ущельях среди кручи скал, где прокляли лжеца и труса, герой свое гнездо снискал. Спасатель международного класса Абдулхалим Эльмезов родился в далеком Казахстане, в том же селении, что и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Их отцы работали в одной колхозной бригаде, а с 1969 года проживают в поселке Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Четверть века проработал в Эльбрусском поисково-спасательном отряде МЧС России. Принимал участие более чем в 500 спасательных операциях. На его счету более 220 покорений Эльбруса. Восхождение на Алтае и в Гималаях дважды покорил Эверест. У него в намерениях покорить 7 вершин мира, и он уже на полпути. В горы начал ходить с детства, но в Казахстане. Мы все знают, как мы оказались в Казахстане после депортации. Поэтому в детские годы так получалось, что у нас семья была многодетная. И отец как-то повадился у нас тем, что нам приходилось пасти овец. И пасти овец не только своих, а с поселения. Село было большое. И вот отец, старшие братья, я с братишкой. Ну, я если переехал сюда в 12 лет, значит где-то 8, 9, 10, 11 лет, несколько лет мы пасли овец. Ну и там же я помню первую скалу, на которую я залез, поленился идти за овцами, думал на перерез. И чуть не сорвался с этой скалы. Там сверху показалась змея. А в Казахстане было много змей. А я на то время уже научился убивать змей, потому что их там было очень много. И я их боялся, и у меня была всегда палка. И думал, что они будут гнаться за мной, и поэтому я их убивал. А когда я сверху поднялся, чтобы убить эту змею на скале, оказалось, что это чешуя была. Змея оставила вот чешую. Еще, будучи живя в Казахстане, я не знаю, по тем временам почему-то был всегда серый хлеб. Белого хлеба не было. А отец мой говорил, что тот, кто ест корочку черную корочку хлеба, ходит сильнее всех в горы. У нас было 6 братьев, но никто, конечно, соревнования не устраивал, но тем не менее я съедал. Старались отхватить. Да, у нас вот это было, потом у нас еще был сад, был белый налив, и кто с утра первый соберет яблоки упавшие, спелые, ну, тот уже потом мог похозяйничать, поделиться там и тому подобное. То есть, ну, это тоже было интересно, раньше проснуться, раньше собрать. В 1969 году вернулись. Первый год я отучился во втором Чегеме. У нас здесь жилья не было. Я жил у двоюродного брата, у тетки. Они до сих пор живут во втором Чегеме. Во втором Чегеме мне всегда приятно видеть ту школу, которую я первый раз пошел. Потом уже мы переехали в Эльбрусе, обосновались в Терсколе. В Терсколе тоже особо жилья не было. Здесь был клуб. Там нам выделили какой-то
можно сказать, что большую комнату, в которой мы всей большой семьей жили. Даже один раз на нас сошла лавина. Но Аллах смилостивился, что лавина прыгнула через наш дом. Мы наружу не могли открыть дверь, но лавина была такая сухая, что она не разрушила дом. Иначе погибла бы вся наша семья. Ну вот так. Разумеется, что я здесь начал еще уже в те годы ходить, бегать по горам. И здесь тоже мы пасли овец. Впервые останки воинов советской армии я стал находить на южном склоне обсерватории и над канатной дорогой в Азау. Но ничего другого я сделать с этим не мог, как я закладывал эти скелеты, черепа. Ну, потом уже когда появились поисковый отряд «Эльбрус» и отряд Министерства обороны, которые начали заниматься поисковыми работами, ну, эти останки были снесены и переданы куда полагается. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Потом уже школу закончил. Был в рядах советской армии в Германии. Потом и очень мечтал поступить в Ростовский медицинский институт. Но работая уже спасателем на канатной дороге Эльбрус в Азау, я очень сильно сломался. До этого я на Чигете в 1971-1973 году ломал ноги по очереди. Тогда крепления автоматов не было. И мы так затягивали, что столько с ногой отрывало. Я помню, что у нас в поселке в одно время 4 ребят было на костылях параллельно. Тех ребят, кто трижды сломал ногу, у нас в поселке, по-моему, было 4 всего. Кто 3 раза. Но кому как везло. Поэтому, но когда я 4-й раз сломался, я попал на оскольчатый винтовой. Поэтому были серьезные операции. Потом я, правда, через год удалил эти 5 шурупов. Но, к сожалению, мне получить высшее образование так и не удалось. Ну и шли годы. Я занимался, я работал спасателем. Разумеется, ходил по горам сам по себе, но я же говорю, что моя первая вообще такая знаменательная дата – это 40-летие Победы, когда я впервые взошел на Эльбрус, где я совершил, сам того не зная, скоростное восхождение, опередив многих восходителей, ушедших 2-3 часа назад. И когда я оказался на вершине, не было ни на западной, ни на восточной никого к 40-летию Победы. В этом юбилейном восхождении принимал участие мой начальник и родственник Борис Османович Тилов. Он пригласил меня на работу. А работа спасателем, ясно, что надо было проходить это
начиная с альпинистских лагерей, получать квалификацию, закрывать разряды альпинистские и тому подобное. Ну и разумеется, что мы параллельно занимались все время спасательными операциями. Но как альпинисты у нас совершать такие большие альпинистские восхождения просто не было фактически времени. Почему? Потому что главный Кавказский хребет и Эльбрус, помимо пострадавших людей, где-то в год погибало около 40 человек в год. Поэтому очень много приходилось работать. На то время нас, спасателей, было немного. Мы подключали инструкторов туристических баз, где они нам физически и технически могли помогать транспортировать, потому что не всегда у нас получалось вертолетом. Я вот помню одну работу, она не альпинистская, но вот через перевал Штернберга с Башиля сюда, в ущелье Тютюсу, одна группа проходила, и там на ледопаде у них одна девочка сорвалась. Она была живая, перелом позвоночника, но я помню, по каким валунам в отсутствие вертолета, в непогоду, как мы 3 суток эту девочку транспортировали. У нас, в общем, это была единственная спасательная операция, после которой у меня было и сердечное недомогание, что я 3 дня лежал в постели. Именно нагрузка на сердце вот так сказалась. Поэтому спасательных операций у нас было много, очень много. Сейчас, насколько мы знаем, главный Кавказский хребет у нас из-за пограничного режима закрыт. Довольствуемся немногими вершинами и в основном только Эльбрусом. У меня значимые вершины не на самой вершине, но на Ужбе были спасательные операции, на Щуровском, на Шхельде. Насколько мы знаем, что это одни из нас. В районе Безенги я, к сожалению, не был. Только один раз с Ашхара мы снимали парня с девушкой. Так, незначимые вершины – это Гермогенова, Чегет-Кара, Джантуган, Пикманеры, Эльбрус. Больших технических восхождений такого технического класса не было. И я же говорю, что у нас не было возможности ходить. Но та моя цель и мечта побывать на Эвересте. А вот когда она у вас зародилась? Она зародилась с первого моего восхождения с Эльбруса. С Эльбруса я так на нее быстро зашел, так думаю, вот сейчас бы лестницу и взойти на Эверест, и она у меня как засела. То есть я мысленно уже с этим жил и готовил себя как технически, так и физически. Я занимался скоростным восхождением. Я помню, в 91 году, когда Дмитрий Шпаров проводил забег на вершину Эльбруса, горный этап от поляны Азау до вершины Эльбруса, я тогда выиграл с результатом 459 минут, в котором принимали участие марафонцы. Чемпион Советского Союза по марафону был Дмитриев. На то время казах был, город Экибастуз, Марат Зеламбаев. Он был из книги рекордов Гиннесса. За 15 дней пробежал 30 марафонов. Ну и вот этот же Марат пришел на вершину 4-м. Из-за большого снега и лавиноопасности я повел группу на восточную вершину, потому что на западной было лавиноопасно. Но и знаю, что я от скал Пастухова до вершины
сам проложил 100% тропу. И результат у меня был феноменальный, потому что пройти по глубокому снегу от скал Пастухова до вершины, протропить свежий снег, это достаточно было очень здорово. И ни один из этих марафонцев как-то не вызвался пойти вперед, проложить след. Но я до сих пор этим занимаюсь, как скоростными восхождениями, так и восхождениями на Эльбрус. Значимое мое восхождение было в 2017 году, это в честь столетия Хайсена Шуваевича Кулиева в Непале на Меру-пик, 6476 метров. И вот предыдущее мое восхождение в этом году в честь столетия Алима Юсуфовича Байсултанова на Эльбрус. 14 мая у нас было 4 человека. И я рад, что у нас не было больше. Почему? Потому что была погода очень суровая, при низкой температуре, неожиданно. Я, так как спасатель, был на Эльбрусе в любое время года и в любое время суток. Но вот что 14 мая на Эльбрусе будет так холодно, я как-то не ожидал. Но, слава Аллаху, что у нас все получилось. Даже помню, что я с вершины на вершину в свое время перебегал за 45 минут. Ну и живу, можно сказать, этим. Планирую пойти на вершину Амадаблам в Непале. Это серьезная техническая вершина. Маленькая К2, она сложнее, чем Эверест. Будет технического класса, которой надо очень серьезно подходить, готовиться, и в октябре немного будет холодно. На днях при поддержке моих племянников сделать скоростное восхождение от поляны Азау до вершины Эльбруса. Почему? Потому что я думаю, что это будет стимулом для нашей молодежи. И вот когда про себя так думаю, вот наши предшественники, такие значимые альпинисты, как Али Керимов, Юсуф Мурзаев, Хусей Залиханов, Михаил Залиханов, там, ну, знаете, республиканских всех, но вот что-то вот они как-то рановато завязали с альпинизмом. Вот я их не застал там, чтобы они в 40, 50, 60 лет этим занимались. С чем это было связано, я не знаю. Но я считаю, что возраст не предел. Почему? Потому что со мной на Эвересте в 2009 году был Борис Степанович Коршунов, легенда советского и российского альпинизма. В 2018 году, 83 года, он сходил на пик Ленина. И в этом году приехал участвовать в забеге на Эльбрус от Гарабаши до вершины. У него, мы знаем, что по полступни на обеих ногах нету, 10 пальцев у человека нету. Он на вершине Чатын здесь, когда группа Мышляева сорвалась, только они вдвоем, Валентин и Борис Степанович Коршунов, они остались вдвоем живы, но поморозились. И вот Борис Степановича, видимо, обувь была не очень важна, и его ампутировали. Века сменяются веками, и годы стройной чередой доносят времени устами легенды о земле родной. Сейчас старший брат заявил, что нам надо повторить восхождение 5 братьев. Вот я об этом хотела спросить. Как у вас получилось? У нас это получилось очень здорово. Впятером сходили. Старший брат бросил курить на 9 месяцев, потом закурил. Потом, правда, еще втроем сходили. Но он до сих пор не бросил курить. Вот сейчас вызвался опять сходить на Эльбрус. Ему сейчас 71 год. Но я думаю, что, может, в конечном итоге он перестанет курить. Поэтому я думаю, что это пропаганда здорового образа жизни.
Мне как-то братишка говорит, Абдул Халим говорит, вот из Дагестана хотят приехать 10 братьев побить наш рекорд. И я говорю, я буду счастлив им помочь, чтобы это у них получилось. Но, к сожалению, это была шутка. И может когда-то будет такое счастье, что 10 братьев приедут откуда-нибудь. И я был бы счастлив с ними взойти на Эльбрус, но пока такого нету. Ну, я видел на вершине, ну, много всего разного, но чтобы 5 братьев действительно на вершине не было. Я со времен Советского Союза участвовал во многих мероприятиях, значимых для страны, для республики. И как руководитель Федерации альпинизма говорю, что это спорт мужественных, честных и здоровых людей. Гора, она как сеялка. Если человек один раз ходил на гору, он или будет ходить, или он никогда больше не пойдет. А если он пойдет, значит, это человек, который в горах востребован. А если нет, он как грязь заседает и остается внизу, потому что люди недобросовестные в горах не должны быть, потому что если это они подведут, это может быть большое происшествие. Поэтому гора, она отсеивает и вот убеждаешься, что действительно на горе все люди взаимопомощи, которые как придут на помощь, так и поделятся и теплом, и хлебом. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 10 доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 10 доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Sen kök gecede büyükse. Джатидзе Пуев у нас, к сожалению, официально не попал, как первый восходитель на западную вершину. Но так получилось, что это было еще до прихода русских на Кавказ. Это вот если у нас официально утверждают, что Келар Хаширов в 29 году был на Эльбрусе, то мы, по сведениям наших жителей и Эльбрусского района, знаем, что первым на западной вершине был Джатидзе Пуев. Тому являются свидетели, кого мы застали. Моя бабушка, когда Джатчи женился на ее матери уже второй раз, он был в большом преклонном возрасте. У него первая жена была Джуртубаева, а второй раз он женился на старшей сестре Ахье Соттаева. Поэтому бабушка нам рассказывала не сказки, а она рассказывала действительно, что как Джатчи ходил на Эльбрус, в какой обуви и как он принес оттуда дубовую доску, что у них на то время такого не было, и откуда она взялась, эта доска, как он там оставил. И в честь доказательства потом же он, женившись на старшей сестре Ахьи Соттаева, потом только в доказательство повел с собой Ахью и спустил свои вилы. Так Ахья, получается, намного младше? Конечно, Ахья, конечно, младше. Ахья, конечно, младший. Я же говорю, что бабушка рассказывала, что когда она родилась, Джатчи был уже в преклонном возрасте. И вот
По всем описаниям, там, Фрейшфельда, этих, вот никто из них почему-то не упоминает, что Джатчи Джапуев был первым на западной вершине. Как сегодня у нас, так и в Карачае люди официально знают, что первым восходителем на западную вершину был Джатчи Джапуев. Восточная вершина, она есть и восточная вершина, она не является главной вершиной Эльбруса. Поэтому мы знаем, и я лично горд тем, что у меня есть гены моего предка Джатчи Джапуева. Мы знаем, что их было трое братьев. Трое братьев. К счастью, есть эта фотография троих, потому что они были широколицые такие, все однотипные, здоровые были, телосложения. Он был охотником, и вот есть у нас в ущелье Адылсу вершина Джантуган. Вершина Джантуган, она названа именем сына Карчи. И вот там во время охоты Джатчи загнал туров. А это я потом уже вычислил, что это спусковая двойка с вершины Джантугана. Поэтому наши по-своему ее назвали Джатчитау. Джатчитау. Поэтому вот у нас Ахья идет как охотник и рыболов. Ахья Суттаев. А вот Джатчи был именно охотником. Непременно надо говорить о первых сертифицированных проводниках Советского Союза Сеид Хаджиев и Юсуп Тилов. Это были первые сертифицированные проводники Советского Союза, которые, к сожалению, были репрессированы. Случаев в жизни было много, когда вот, как человек верующий, говорю, что когда он же говорит, что я к вам ближе, чем ваша сонная артерия. Поэтому, когда, находясь в Тарнаузе под водой, спасая утопленника, в третий раз, когда я уже пришел в сознание, я спрашиваю: я Аллах, сегодня у меня последний день. Аллаху Та'ала говорит: как будто бы нет, и подпирает ко мне. В это время ребята с двух сторон меня держали веревками. На глазах у нескольких сотен людей я пил воду из баксана. Ну, самое интересное, что потом я осознал, что меня Аллах оберегал, как будто я был в капсуле. То есть ни в глазах, ни в носу, ни во рту, ни в ушах у меня не было ни воды, ни песка. Такое возможно? Вот такое возможно. Я помню, перед штурмом в базовом лагере Эвереста надо было начинать штурм, надо было выспаться и выходить на штурм. Но у нас же, мы знаем, верхний штурмовой лагерь – это 8000. Но нам надо было сегодня начинать с 5300 на лагере, преодолеть ледник Хумбу, пройти во второй лагерь, третий и в четвертый. Но на базовом лагере дул очень сильный ветер и вообще не давал глаз сомкнуть. Я начал читать из Корана, читал долго, а потом начал делать дуа, просить. И не поверите, пока я еще не успел закончить дуа, по моей палатке как будто кто-то вот так прошелся, такой хлестом, и моя палатка больше не шелохнулась. Я спокойно выспался и пошел на восхождение. Ну, мы должны быть благодарны Богу, который нас, думаю, сотворил и везде всегда с нами. Чувство радости вообще на вершине, как первый раз и второй раз, не было. Почему? Потому что не принято, говорит, покорять, не принято поздравлять, пока ты 100% не будешь в зоне безопасности. içinde mi yola ki